Салям алейкум, Шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо звоните по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Ну, мы пока ждем ваших звонков, нам важен ваш голос и начинаем обсуждать основные новости сегодняшнего дня. Олеся Яхно, політолог, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олеся, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Как вам известно, вчера в Херсоне прошла международная конференция под названием «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации». Давайте с вами вместе сейчас посмотрим сюжет о том, насколько критической сегодня остается ситуация с водой на территории временно оккупированного Крыма, о чем говорили участники международной конференции вчера. Майже 2 місяці Сімферопольський, Бахчисарайський район та столиця Криму отримують воду по кілька годин на добу. Але навіть за умов жорсткого заощадження її вистачить хіба що до кінця року, прогнозує окупаційна влада. Так зараз виглядає найбільша штучна водойма Криму. Коли міжгірне водосховище живилося Дніпровською водою, запаси сягали 50 мільйонів кубометрів. Але зараз до водної блокади з боку України додалася ще й рекордна посуха. І тут залишилася тільки вмираюча калюжа. По траві видно уровень уходу води. Одна лінія, вторая лінія, третя лінія. Конечно, из 50 миллионов кубометров воды здесь осталось, ну, по данным, вроде бы как 1 миллион кубометров, но вот здесь ребята говорят, что тут даже 100 тысяч нет. Якби не військові бази окупантів та незаконно переселені на півострів росіяни, води би вистачило всім. В цьому переконаний громадський активіст з Криму Михайло Батрак. Втім, Росія і не збиралася забезпечувати кримчан, бо її пріоритет – утримання півострова за будь-яку ціну. Саме дії держави-окупанта створюють, що така ситуація може бути взагалі можливою. Російська Федерація, коли окупувала Кримський півострів, взяла на себе зобов'язання забезпечувати населення окупованої території, в тому числі і водою. Але замість цього вона відбирає воду у кримчан для військових потреб та потреб росіян, яких завезла з території Росії. В цьому випадку про створення саме гуманітарної катастрофи повинна казати не Російська Федерація, а саме Україна. Тепер, коли водна катастрофа в Криму стала реальністю, Кремль почав спекулювати цивільним населенням, кажуть правозахисники. На нашу думку, Кремль, не отримавши бажаного на дипломатичному фронті в питаннях Криму протягом останніх кількох років на різних міжнародних майданчиках, починаючи від ОБСЄ, закінчуючи Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, розраховує через активізацію пропаганди та шантаж України та міжнародного співтовариства отримати право на так зване припинення гуманітарної катастрофи, досягнувши відновлення поставок Дніпровської води Північно-Кримським каналом. Численні воєнні злочини на півострові, серед яких незаконна колонізація, призов до окупаційного війська та інше, Путін намагається прикрити гуманітарною кризою, яку сам і спровокував. Тут Росія не має аргументів, тому вдається до погроз і шантажу. А це свідчить не про силу окупанта, а про його слабкість, впевнений військовий експерт Олександр Коваленко. Ще 2 роки тому в Організації Об'єднаних Націй вже було видно під час голосування за резолюції по Криму, що Російська Федерація починає усвідомлювати слабкість власної позиції, а відтак вона почала під час голосувань погрожувати країнам перед голосуванням, що ті країни, які голосуватимуть за цю резолюцію, вони автоматично несуть відповідальність за погіршення двосторонніх стосунків з Росією.
Окупанти знищують Крим в угоду своїм геополітичним амбіціям, вважає віце-прем'єр Олексій Резніков. Вони виснажують водні ресурси, натомість посилюючи військове угруповання. А їхня мета – тримати у страху весь регіон від Балкан до Близького Сходу. При окупації РФ насправді в останню чергу думала про мешканців півострова. Чим пояснюється її сьогоднішня неготовність до соціально-економічної кризи, яка розвивається в Криму у зв'язку саме з її окупацією. Москва керувалась виключно своїми геополітичними інтересами та амбіціями. А сьогодні всі кроки РФ з визнання тимчасової окупації Криму направлені виключно на відміну режиму міжнародних санкцій та мінімізацію витрат на утримання зазначених територій. Але ми всі пам'ятаємо, що Крим – це Україна. Зараз окупаційна влада судомно шукає вирішення водної катастрофи та намагається зберегти хорошу міну за поганої гри. Спочатку виділили 50 мільярдів рублів на ремонт комунікацій та водної інфраструктури окупованого Криму та 8 мільярдів на опріснення. Президент Росії Владимир Путін навіть провів нараду з віце-прем'єром. Той доповів, що обіцяні 50 мільярдів рублів витратять на пошук нових водних джерел, оновлення трубопроводів, перекидання води з річки Салгір до міжгірного водосховища та опріснення. Прошу ваше поручение выехать в Крым в ближайшее время, чтобы лично осмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить. Хоч російські технології не здатні забезпечити Крим чистою водою, у Кремлі заявили, що впораються самі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Пани Олеся, мы видим, что за 7 лет оккупации Крыма российские оккупационные власти не сделали ничего, чтобы предотвратить дефицит воды на территории временно оккупированного Крыма. Как вы думаете, как в дальнейшем они будут действовать, как будут решать этот вопрос? Абсолютно закономерно, что российские оккупационные власти ничего не сделали для решения водной проблемы, потому что задача вообще так не стояла. За все эти годы российская власть тратила и продолжает тратить силы на пропаганду, на вытеснение нелояльных жителей из Крыма. Вот вчера буквально была информация от украинского МИДа, что около 600 жителей Крыма, которые имеют украинские паспорта, их суд постановил их вытеснить из Крыма. Точно так же происходит и с крымскими татарами, которых либо сажают в тюрьмы, либо просто вытесняют из Крыма и занимаясь переселениями. Поэтому российская власть, российская пропаганда тратит все силы на то, чтобы оправдать, что эта аннексия была и оккупация оправдана, в том, чтобы свалить вину на Украину и чтобы пытаться шантажировать Украину и давить на Украину, в частности, в вопросе воды, например. Да? Мы это неоднократно слышали. А так, да, возникает закономерный вопрос, что если тот или иной политик решает, что можно там менять границы или там менять границы и заниматься отхватыванием территорий других государств, то для этого должна быть какая-то мотивация. В данном случае мы видим, что эта мотивация не касается жителей Крыма, а просто была использована пропаганда для выстраивания негативного образа Украины, в то время как сама российская власть в ряде направлений создала проблемы крымчанам, в частности, вот в сфере воды. Прежде чем вы решаете что-то предпринимать, надо думать о последствиях. И в данном случае мы видим, что о последствиях с точки зрения самих крымчан в России об этом не думали. Достаточно ли сегодня четкая позиция украинского руководства по этому вопросу? Потому что до этого мы слышали из уст некоторых народных депутатов Украины, в том числе о возобновлении водоснабжения Крыма. На мой взгляд, недостаточно четко. В целом, если говорить о позиции по Крыму, то есть правильные инициативы. И вот, например, то, что прозвучало о необходимости создания международной платформы по Крыму, я считаю, что это правильно, потому что даже на уровне внимания, когда Россия выстраивает свою позицию, что вопрос Крыма исторически закрыт, по принципу «нет народа, нет проблемы», на мой взгляд, очень, очень важно, чтобы Украина, конечно же, такую площадку создавала. Но в вопросе воды мы слышали, мне кажется, такую информационную игру
на мой взгляд, не очень правильную, потому что это не только депутаты, это и сам премьер-министр, когда был только назначен, он сказал о возможности поставок воды, правда, потом оправдывался, что имелось в виду совсем другое, что был другой контекст. И поэтому мне кажется, что неправильно, да, даже создавать иллюзию, даже если Украина не намерена поставлять эту воду, естественно, но даже создавать иллюзию у России, что Украина может поставлять воду. На мой взгляд, это неправильно, и здесь позиция должна быть очень четкая, и здесь недопустимы такие информационные игры, которые мы наблюдали в предыдущие месяцы. Как вы думаете, чего добиваются российские власти, апеллируя к международным структурам, таким как Организация Объединенных Наций, к которым обращалась коллаборант и предатель Наталья Поклонская? Вот недавно появилось сообщение от Сергея Лаврова, который переговорил этот вопрос с генеральным секретарем Совета Европы. Да, вот чего они этим пытаются добиться? Неужели они думают, что западные партнеры попытаются надавить на Украину в этом вопросе, тем самым вынудить ее возобновить водоснабжение? Мне кажется, что это больше такой пропагандистский подход, поскольку мы знаем, что Украина обращается во всевозможные международные институции, поскольку нарушаются права крымчан и права крымских татар, в целом права тех, у кого есть украинское гражданство, не допускаются наблюдательные миссии. И в этом смысле Россия, да, решила, что она будет действовать подобным образом. Они будут создавать видимость заботы о жителях Крыма и сваливания вины на Украину, и обращаясь в всякие международные институции по вопросу воды, естественно, они не рассчитывают на то, чтобы, да, реально, да, там или Запад стал на сторону России, или там Украина изменила свою позицию, а в том, чтобы на пропагандистском уровне показывать и жителям Крыма, и гражданам Российской Федерации о том, как Россия якобы на самом деле беспокоится о крымчанах, и что на самом деле виновата Украина, а не сама Российская Федерация как оккупант, которая должна нести ответственность за те или иные действия, которые она совершила. Поэтому я считаю, что это такой, да, борьба за трактовку, за интерпретацию и за поступки и действия Российской Федерации, которые сводятся к обвинениям Украины, к тому, что Россия якобы сделала все правильно, что это был настоящий референдум, а не псевдореферендум. И вся вина, и вся проблема сводится к Украине, которая, оказывается, вдруг не захотела, да, поставлять воду. Вот я считаю, что в этом суть. Вы упомянули выше инициативу президента Владимира Зеленского о создании международной платформы по деоккупации Крыма. Хотела еще несколько вопросов по этому поводу вам задать. Вот как вы считаете, какие решения должна принимать эта платформа? Что должно входить в ее функции? Ну, смотрите, я считаю, что это правильная инициатива, но я не зря сказала, что позиция все-таки должна быть целостная власти, если мы хотим добиться результата. И нельзя, ну, как бы, с одной стороны... Понялось. Угу. Да, что это понялось? Да. Угу. Да, к сожалению, прервался у нас звонок, но вот мы сейчас с вами наладили связь, мы вас слушаем. Да, то есть с одной стороны предлагать правильные инициативы типа вот этой платформы, а с другой стороны, да, делать какие-то размытые заявления, как мы это слышали в вопросе воды. Не должно быть такого, позиция должна быть целостная, потому что и так мы знаем, что по Крыму Россия фактически блокирует любые форматы, она отказывается принимать участие в любом переговорном формате, формулируя свою позицию, что вообще вопрос Крыма выведен за скобки. Украина, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы действительно как можно на больших площадках, даже понимая, что Россия не намерена уступать, все равно как на можно больших площадках обсуждать этот вопрос и поднимать вопрос не только, там, допустим, сохранения санкций, но и усиления санкций против Российской Федерации и заручиться поддержкой очень важных союзников в этом вопросе. Ну, например, Турция. Мне кажется, очень важный союзник Украины. И, да, и уже заручились в этом вопросе ее поддержкой, насколько я понимаю. Понялось. Угу. Да, и здесь есть определенные, ну, мне кажется, такие успешные шаги.
Да, да, я Алло, тут. алло, Да. алло. Да, у нас, к сожалению, Что-то прерывается связь, с вами да, я связь, тут. видимо, потому Если что вы в дороге. меня... Да. Наверное, да. Но я вот хотела сказать, повторюсь, если не было слышно, Да, что мы очень слышим. важно заручиться поддержкой стран, от которых зависит или помощь Украины глобально, ну, например, там та же Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, или страны, которые важны в регионе, как, например, Турция. И здесь, мне кажется, удается Украине выстраивать такое сотрудничество. И в этом смысле, даже если на уровне платформы международной каких-то на данном этапе будет сложно добиться конкретных решений, исходя из позиции России, отказывающейся вообще обсуждать Крым. Но тем не менее это надо делать как для того, чтобы это не выходило из поля зрения вообще мира, чтобы о Крыме никто не забывал, так и с точки зрения усиления международного давления на Российскую Федерацию, санкционного давления, давления по поводу нарушения прав крымских татар и вообще крымчан, у которых есть украинское гражданство. Ну и в этом смысле другого варианта, кроме как международной коалиции и такой платформы, мне кажется, по Крыму вообще нет. Потому что если там говорить о Донбассе, то здесь очень важно, чтобы позиция Украины была целостной и неуступчивой в тех вопросах, которые пытается навязать Россия, то в вопросе Крыма, к тому же, еще очень важно, чтобы это было действительно международное внимание, чтобы это был международный уровень, чтобы Крым не уходил с поля зрения крупных субъектов геополитики, и чтобы Украина в этом имела однозначную поддержку. Чтобы даже не возникало вопросов. Но, опять же, здесь тоже важна, чтобы была и целостная позиция Украины, чтобы можно было более настойчиво, более убедительно доносить нашу позицию к партнерам и, усиливать и удерживать и усиливать, в частности, санкционное давление на Российскую Федерацию. Дуже дякую вам. Олеся Яхночук, Сагулнась, політолог, була з нами на прямому зв'язку. Ну а зараз к нам підключається Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Что ж, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с представителями Европейского Союза, с рядом представителей Европейского Союза о платформе по деоккупации полуострова. Также переговорил этот вопрос с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вот к вам такой вопрос. Как вы думаете, вот в случае переговоров с Эммануэлем Макроном, с руководством Франции, Франция оценит вот такую платформу по деоккупации полуострова и согласится ли принимать в ней участие? Вот ваше мнение. Дивіться, звичайно, що Франція, як і кожна європейська країна, а Франція ще плюс до того такий абсолютно безумовний лідер, якщо говорити про безпеку Європейського Союзу і безпекову складову діяльності ЄС, абсолютний лідер, звичайно, буде за те, щоб питання вирішилося мирно, спокійно, за столом перемовин. Наприклад, платформа за столом платформи деокупації, це буде сприйнято тільки на ура. Єдина проблема – це Туреччина. З Туреччиною давні неприязні, м'яко кажучи, стосунки між Францією і Туреччиною і тим паче між Макроном і Ердоганом. Це побудовано властиво на тому, що Макрон представляє собою, очолює цей рух ліберальних демократів, ліберальніше, до котрого хотів би, щоб Європа була схильна в Ердогані, тому тут між Ердоганом і Макроном існує таке. Але коли буде мова торкатися безпосередньо України і миру в Україні, повернення суверенних територій в Україні, повернення прав демократичних громадянам Криму і кримським татарам в першу чергу, повернення їх батьківщини, тут, звичайно, що Макрон буде за. Складно буде, він буде складним партнером, скажімо, якщо буде трикутник Ердоган, Зеленський і Макрон, але тим не менше цей діалог, звісно, буде потрібний і Україні, і в нього буде зацікавлено. Вот как вы считаете, будет ли эффективной эта платформа по деоккупации полуострова, если в ней не будет участвовать Российская Федерация? Очевидно, она не согласится сесть добровольно за стол переговоров по Крыму. Они постоянно говорят о том, что тема Крыма для них закрыта, что это решенный вопрос.
Ну, тут головне, щоб Україна демонструвала, що крісло, стілець для Росії готове. Є табличка з написом, є порожнє місце, вони хочуть прийти, будь ласка, не хочуть. Це також демонстрація позиції. В даній ситуації ні, це також позитивне для України відповідь. Тому що говорити про те, що присутність Росії обов'язково для того, щоб відбувся процес повернення окупованої території, ну, ви розумієте, це неможливо уявити, що буде не те, що добровільно, а просто навіть якийсь спостерігач, який би доносив би безпосередню інформацію в Кремль. Це ні, це територія Росії, ствердить Кремль, Конституцію вони внесли і на цьому поставили крапку. Але демонстрація можливості Росії долучитися – це завжди краще, ніж її відсутність. Це однозначно в даній ситуації добра позиція України в міжнародному контексті. А чи можна це вирішити без Росії? Ну, звичайно, і треба вирішувати. Тому що треба привести стан речей щодо перемовин по деокупації Криму до такого рівня, щоб Росія просто вже була, у неї було б два варіанти. Або виконувати поставлені умови цим столом чи платформою деокупації, ну або страждати від санкцій і економічних рестрикцій ще більше і ще глибше. Я думаю, що це нормальний шлях. Це значно кращий шлях, ніж ховати голову в пісок або обіцяти, що завтра все повернеться, коли-небудь це станеться. І плюс дуже важливо – це міжнародна платформа. І там дуже буде зручно і голосно вдасться озвучувати проблеми порушення демократичних прав мешканців. Кримських громадян, кримських татар, які переслідуються в Криму. Це буде зручна платформа і комфортна для усіх сторін, які будуть отримувати там інформацію про подібні дії Росії. Давайте к следующей теме, к милитаризации полуострова. Постпред США при НАТО утверждает, что милитаризация аннексированного Россией Крыма заставляет держать усиленное военное присутствие Альянса на востоке Европы. Об этом она сказала на видеоконференции в Zoom. Давайте ее послушаем. Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеної присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії і на майбутнє, щоб Крим повернувся в Україну. В связи с аннексией России Крыма, а также из-за роста терроризма и киберугроз в мире, НАТО необходимо обновить свою стратегическую концепцию. Об этом на пресс-конференции вчера вечером заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Ян Столтенберг. Вот что он сказал. Ми повинні розуміти, що за останні 10 років ми бачимо фундаментальні зміни у сфері безпеки. І прийшов час модернізувати, адаптувати, переглянути стратегічну концепцію НАТО, тому що ми спостерігаємо більш напористу Росію, ситуація навколо якої в корені змінилася після 2014 року і після Криму. Ми спостерігаємо підйом ісламської держави, зростання тероризму, зростання кіберзагроз, проблеми зміни клімату. Ми бачимо зміну балансу сил у світі на прикладі Китаю. А вот миссия Украины на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявила о российской милитаризации гражданских космических объектов в оккупированном Крыму. Вот что говорится в сообщении нашей миссии. Росія мілітаризує цивільні космічні об'єкти, захоплені в окупованому Криму. Передача НІП-16 біля Євпаторії під контроль російського Міноборони свідчить про посилення мілітаристського компонента в політиці Росії як щодо Криму, так і відкритого космосу. Пан Андрей, если я не ошибаюсь, к Новому году в ООН должны рассмотреть две резолюции по Крыму. Одна коснется нарушения прав человека в Крыму, ну а другая – милитаризации полуострова, Азовского и Черного морей. Как это повлияет и изменит ли ситуацию? Це попливає на інформацію про події, які відбуваються в Криму і в Азовському і Чорному морях. Тобто офіційно отримують тексти тих подій, які відбуваються там, тобто мілітаризації і присутності Росії в Криму і на обох морях, це інформативний, дуже добрий привід. Я вважаю, що прекрасно, що це прозвучить. Чи це вирішить ситуацію? Ні, звичайно. Вирішують ситуацію, розумієте, більше заявок конкретних осіб, ніж навіть усі розгляди на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це також потрібно, але одна тільки заява Єнса Столтенберга, який поставив Росію перед усіма рештами загрозами, як головну загрозу, і Росія, властиво її
як це влучно зауважив, напористість. Те, яка це говориться про те, що його наглість, така трошки закамуфльована формула дипломатичній мові Столтенберга, змушує НАТО реагувати на ось цю от загрозу. І Росія створює загрозу в Криму, на неї буде реакція обов'язково. Чи, до речі, хоче цього Україна чи ні, реакція буде. Бо Росія розглядає Крим як непотопний авіаносець. Авіаносців Росія не має. Вона має щось там нещастя, яке вона називає авіаносцем, але тим не менше. Флоту якісного немає, засобів доставки швидкого засобів доставки ядерних чи будь-яких інших балістичних ракет немає, тому Крим буде використовуватися. Зокрема, космодром Нітка буде використовуватись для того, щоб погрожувати в першу чергу вільному демократичному світу. Але ніхто не виключає, в першу чергу не виключає цього НАТО, не виключає цього Сполучені Штати, що ці погрози можуть перерости в реальність, тому що хто його знає, що там може статися в Росії самі безпосередньо для того, щоб зберегти цілісність Росії, щоб зупинити внутрішню революцію, повстання суспільства проти демократичного режиму Путіна. Вони можуть здатні на все, бо що війна завжди цементує. І тому такою небезпечною є мілітаризація Криму в очах західного світу. Правильно Україна робить, що на цьому наголошує. І єдине, що ці наголошування мають бути повномасштабно. Я чекаю, звичайно, заяви з цього приводу Верховної Ради, парламентської асамблеї НАТО, де має ініціювати відповідні кроки, сподіваюся, що це так і робиться, має ініціювати українські парламентарі, які присутні в парламентській асамблеї НАТО, і також в будь-яких інших міжпарламентських об'єднаннях треба вибудовувати чітку піраміду важливостей для України. Номер один – и повернення Криму. Это в первую очередь. Помимо физической милитаризации полуострова, мы видим, как Российская Федерация продолжает милитаризировать детей, сознание детей. В школе, знаете, вот мы каждый день видим и слышим новости с временно оккупированного Крыма, где в школе детей учат пользоваться там автоматами, дети разбираются в АК, в РПК и так далее. Ну, то есть это ненормально. Как можем бороться мы с милитаризацией сознания? Вот это сложная история. Боротися з цим буде складно, бо це свідомість дітям міняє російська держава. Тобто це боротьба з російською державою, це боротьба за розуми, за уми молоді дітей росіян, і кримчан, які перебувають під постійним тиском російського телебачення, російських ЗМІ. Вони їм пробивають голову не тільки вже по телевізору, але й дійсно в школі. І розумієте, мілітаризація свідомості – це дуже важливий складовий фактор для того, щоб мати потужну боєздатну армію. Просто треба постійно мати поповнення для в першу чергу російських спеціальних операцій, структур, як ЧВК Вагнера, чи спецпідрозділи, які будуть використовуватися просто за помахом руки керівництва. Для цього потрібні вірні, виховані і без абсолютно жодних роздумів виконавці наказів, виконавці волі Кремля і їхніх керівництв, волі Путіна в тому числі. Це боротьба має вестися в першу чергу держави проти держави. Тобто держава мілітаризує свідомість, Україна має не розмілітаризовувати, це буде складно, але пропонувати. То я дуже хотів би, щоб, наприклад, всі українські канали були в зоні доступності Криму, щоб вони були на кнопках і конкурували на кнопках телевізорів у Криму. Це мало ймовірно. І тут тому треба в першу чергу міняти, пробувати, але обов'язково доносити це до ширшого кола слухачів, доносити до західної цивілізації, для яких, скажімо так, трошки це дико виглядає в європейській країні, крім Білорусі і Росії, немає мілітаризаторів. Це дико виглядає, але про це забувається. Потрібно постійно наголошувати і не знімати руку з курсу. Дуже дякую. Спасибо большое. Чохсал, у нас Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми переходимо к следующей теме. К Нагорному Карабаху. Буквально час-полтора назад появилось информационное сообщение от президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сообщил о взятии еще 20 населенных пунктов в 3 приграничных с Ираном регионах Нагорного Карабаха. По словам Алиева, от оккупации освобождены 3 села Физулинского района, 4 села Джибраильского района, а также 14 населенных пунктов Зангеланского района. На своей странице Twitter
Твиттер об этом сообщил Ильхам Алиев. Он сказал, что доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села и перечислил все села, которые удалось освободить сегодня азербайджанской армии, как сообщается в информационных средствах массовой информации. Он сказал, что войска Азербайджана взяли под полный контроль всю иранскую границу на юге. У Армении нет будущего без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Также сказал Ильхам Алиев. Он заявил, что Азербайджан не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но выдвинет свои условия. Он также отметил, что мониторинговая миссия ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. А вот что он сказал подробнее. Вірмено-турецький кордон закритий через окупацію. Якщо вона закінчиться, кордон буде відкритий. Це офіційна позиція турецького уряду, і вірменська сторона про це знає. А вот премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан к оружию в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что дипломатического решения карабахского конфликта не будет еще долго. Послушаем его. Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі, і починаючи з цього етапу, ще дуже довгий час не може мати дипломатичного рішення. Всі подібні пропозиції вже можна вважати, що завершилися. Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту. А вот в Москве не видят других способов урегулирования карабахской проблемы, кроме как дипломатического. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он сказал, что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования, то это, по словам Пескова, целиком зависит от политической воли участников конфликта. Подробнее его послушаем. Учасників конфлікту двоє – це Азербайджан і Вірменія. І брати участь у врегулюванні конфлікту, бути таким собі посередником або брати участь в форматах можливо лише за згодою двох сторін. Военный аналитик Игаль Левин с нами сейчас на прямой связи. Пане Игале, витаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы анализируете сегодня военную составляющую конфликта в Нагорном Карабахе. Вот по вашим анализам, насколько успешно сегодня продвигается азербайджанская армия в направлении своей цели и насколько серьезное оказывается ей сопротивление со стороны противника? Тут нужно понимать одну простую вещь, что армия Азербайджана на самом деле действует очень консервативно, классически фактически, по учебникам военной мысли. А раскройте, что это значит? Смотрите, регионы, в котором происходят боевые действия, это горный регион, где в течение десятилетий противник Азербайджана вгрызался фактически в эти горы, строил там эшелонированную оборону, прямо поэтапную, с окопами, бункерами, подземными туннелями, накапливал оружие. И с точки зрения военного искусства, война в горах — это одно из самых вообще тяжелых видов боевых действий. То есть тяжелее, возможно, только боевые действия в городе, чем в горах. Поэтому за менее месяца углубление на глубину 50 километров, которую армия Азербайджана сегодня Алиев говорил, что они заняли всю границу вдоль Ирана, к примеру. То есть это на протяжении всего южного региона Карабаха, предгорья. Это маневр, с помощью которого они через Кубатлы начали двигаться в сторону Лачины, Лачинского коридора так называемого. Это не что-то ординарное и очевидное. То есть я во многом уверен, что армяне были уверены, что так как у них горный регион, противник не рискнет штурмовать горы, а если и рискнет, то это будут огромные потери, и он захлебнется просто в собственном усилии. И мы видим, что армяне здесь фактически прогадали.
Ну вот сообщается, что Азербайджан с боями уже пробился к этому Лачинскому коридору, о котором вы сказали выше. Правильно ли я понимаю, что этот коридор несет очень важное стратегическое значение? В чем оно заключается? Если азербайджанская сторона полностью берет Лачинский коридор, что это будет означать? Будет ли это означать, что Карабах на грани полного окружения? Да, фактически так. Фактически Карабах соединен с Арменией 3 логистическими артериями. Это северная, южная и центральная, там где вот Лачинский коридор так называемый. При этом северная артерия, это логистическая, контролируется благодаря горе Муравдак, которая еще в самом начале боевых действий Азербайджан взял эту гору и контролирует ее. На юге полностью весь юг сейчас взят под контроль армии Азербайджана, и эта трасса тоже контролируется. Остается только Лачинская трасса, Лачинский коридор. Если он будет взят, то Армения никак не сможет поддерживать ни логистически, ни припасами, ни возить, ни вывозить ни людей, ни грузы, ни оружия, ничего в Карабах. Карабах окажется замкнут внутри. Это будет только и фактически этого поражения. Дальше это будет только вопрос времени. Времени или, возможно, дипломатии, если все-таки сядут за стол переговоров. Хотя вот Пашинян говорил, что никаких переговоров уже не будет. Да, он сказал, что никаких дипломатических решений в этом конфликте уже быть не может. Или победа, или поражение, да. А скажите, с чем сегодня, насколько эффективным оружием сегодня воюет азербайджанская сторона? Возможно, используют какие-то новейшие технологии? Да, про это уже много говорили. Это дроны, это стаи дронов фактически уже. Ну, теоретики и уже не теоретики, это перешаг практики говорят про рой дронов. Но рой дронов — это все-таки тысячи машин. Здесь речь идет о десятках, иногда сотнях. И это стаи. Это дроны, так называемые дроны камикадзе. То есть это такой баражирующий припас, который находится в воздухе. Оператор видит цель и с невероятной точностью этот боеприпас поражает цель. С помощью фугасного или кумулятивного, то есть он может уничтожить как бронированную технику, так и уничтожать небронированную пехоту и так далее. Вместе с этим у Азербайджана есть большое количество беспилотников, обычных, которые наблюдают за территорией. Мы видим, что Министерство обороны Азербайджана постоянно публикует видео с воздуха, то есть они постоянно контролируют все, что происходит. Наиболее яркий пример — это вот недавнее контрнаступление, которое предприняли армянская сторона, и задействовал фактически только пехоту, без какой-либо техники. Это было видно с воздуха, и с помощью наводки с воздуха была наведена артиллерия, система залпового огня, и контрнаступление захлебнулось в крови в прямом смысле этого слова. И мы видим, что Азербайджан видел это контрнаступление фактически как на ладони, в прямом смысле этого слова. И, Галя, еще такой вопрос. Мы видим однозначную, четкую, мощную политическую поддержку Азербайджану со стороны Турецкой Республики. А вот наблюдаете ли вы какую-то военную поддержку со стороны Турции и Азербайджану? До начала боевых действий там были совместные учения Турции и Азербайджана. Затем самолеты истребители F-16 остались на территории Азербайджана. Алиев это подтверждал. То есть это не спекулятивный момент. Утверждается, что турки являются операторами, являются советниками, но этому нет никаких у нас фактических доказательств. То есть, что мы знаем? Мы знаем, что есть военное сотрудничество, мы знаем, что есть дипломатическая поддержка, мы знаем, что уже Турция заявляла, что готова поддержать в том числе на поле боя, если надо будет, и мы знаем, что есть самолеты F-16 как минимум на земле, на территории Азербайджана. Это все факты. А все остальное уже это будут, или со временем мы узнаем, или это только домыслы. И последнее, вот каков ваш прогноз? Вот если азербайджанская армия будет продолжаться идти с такими темпами, как вы думаете, удастся ли полностью деоккупировать свои территории? Азербайджан не оглашает количество своих потерь. Любая военная операция, когда она начинается, есть допустимый банк потерь. То есть сколько планирует армия, сколько она может потерять людей, техники, ресурсов перед тем, как она останавливает боевые действия. Мы не знаем потери. И исходя из этого мы не можем строить никаких прогнозов. Потому что погибло ли 1000 солдат Азербайджана, или 3000, или 6000, как заявляют армяне. Армяне заявляют, что более 6000 погибло уже. Это абсолютно разные цифры. И они отсылают нас к абсолютно разным развитием этой ситуации. На тактическо-оперативном уровне, если Лачинский коридор будет взят, то инициатива останется полностью в руках Азербайджана безоговорочно.
Хватит ли у них сил дальше, чтобы идти на город Шуша или Хакенди, например, то это все зависит уже от допустимых потерь, насколько они готовы на них пойти. А мы, опять же, не владеем такой информацией, потому сложно строить прогноз. Дуже дякую вам, спасибо большое. Галевин, военный аналитик, был с нами на прямой связи. Дуже дякую. Ну а я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев Куршкенч».